приложении Google Переводчик появился абхазский язык. Это стало возможным благодаря работе, проделанной сотрудниками Фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба под руководством репатрианта из Иордании Нарта Тлыша. Он с детства увлекался математикой и программированием, а переехав в Абхазию, выучил абхазский язык за полгода. Баграт Шинкуба и фондакне агопанахгаю я хасабала сыкун. Абсу бесшва дунезит при интеграции а стратегия юксершвейт. خكو أنا جرازة يشوف صح تخيت راب خزحت بمبي أخالا يتاجر عاورس بسشوالا عيتاجا كوراكن يتجلس وي أخوار تردار زي بكنا يحاي نرباني عن تجرا ساعات تخريل كانه ياندكسي فيسبوكي جوجل وحرب شيقو بلاتفورما دو كوراخ سنيت نبوست بسشوا تشتسكو ردجلر زي زيرو ريسورس ماشين على عيتاجر عارترا ساكشت Google Translate يجيب بسشوا أتصرا أخالا نفتز واقع إسكي بسشوا لها ماشينا عايتا جربت تصارا يالا تصفن سرسخي على سرخور سزر أحارة تصيد أتاقي سويد Google انجينير شو كتير الله خلنا خواش تخوش ردور زاحتت مليوني بجاكي عابسو جحكوا يشنز قن زعابسو عاورس براليل كوربوس يخدو شجعنا يقن أدرا كاروس لدولنا يرتسكو بشنيا يجوخ برسنت عشرة قنزة ناسجي التكس زيجر زي تجرى جوجل أخواخر أرمن شوالا رزي. В Фонде развития абхазского языка Нарта в шутку называют Дермитом Гулия 21 века и всерьез автором и идейным вдохновителем проекта по обучению искусственного интеллекта абхазскому языку. Руководитель фонда Леван Мика познакомился с Нартом Тлыша, когда тот работал в Государственном комитете по языковой политике. Там он занимался похожей работой, но в фонде у Нарта появилась команда и техническое обеспечение. Работа была объемная и требовала разных и технических и дел, и переговоры надо было вести с разными людьми по поводу авторских прав. И мы фактически собрали всю электронную базу, которая существует на абхазском языке. Полностью всю электронную базу мы собрали. Как вообще этот механизм работает? После того, как собирается вся электронная база, она обрабатывается, делится на предложения. То есть, вот, например, произведение на абхазском языке в электронном виде. Оно делится на предложения и начинается работа с искусственным интеллектом. Искусственный интеллект начинает по предложениям изучать язык. Один из проектов Фонда развития абхазского языка, сайт Баграт Space, создан для перевода текста с абхазского на русский и наоборот. Он работает на базе искусственного интеллекта. Именно его обучал Нарт Тлыша вместе с командой фонда и добился хороших результатов. В какой-то момент команда приняла решение предложить свои наработки компаниям мирового масштаба. Работая над этой программой, начали уже задумываться о том, а куда мы будем интегрировать уже созданную программу, и параллельно начали вести переговоры со всеми основными площадками, которые существуют: Google, Яндекс, Facebook и так далее, для того, чтобы в дальнейшем интегрировать эту программу во все платформы. И самым активным образом с нами начали сотрудничать сотрудники Google. Интеграция абхазского языка в Google Переводчик дает доступ к переводу на множество языков мира, а не только на русский, как на сайте Баграт Space. Перепиской с командой Google Переводчик занимался Нарт Тлыша. В Google есть различные проекты, и это один из проектов 1000+ языков. Это цель Google в 1000 языков включить свой Google Translate. И когда он узнал о том, что в 2022 году, если не ошибаюсь, 24 языка включили в эту программу, он им написал письмо, что есть такой фонд абхазского языка, и мы хотели бы тоже стать частью этой большой программы. Всего было 19 писем между Нартом и возглавлявшим на тот момент этот проект в Гугле, и они обсуждали, как можно
включить абхазский язык и что для этого нужно. Можно сказать, две большие темы. Это первое, это параллельный корпус, когда что такое параллельный корпус языка? Это когда одно предложение на русском условном языке и потом на абхазском. Вот таких предложений было чуть меньше 200 тысяч. Вот этот параллельный корпус сперва он отправил Гуглу, а второй этап это уже предложение на абхазском языке, там 1,5 миллиона предложений. И вот важно было этот материал дать без авторских прав. Первые материалы, а именно 186 тысяч предложений на абхазском и их перевод на русский, были отправлены разработчикам Google около 2 лет назад. Они подтвердили получение, одобрили качество и сообщили о том, что искусственный интеллект начал обучение, но ждать быстрых результатов не стоит. В какой-то момент команда фонда и вовсе перестала надеяться, что интеграция произойдет, и появление абхазского в Google-переводчике стало одновременно и сюрпризом, и давно ожидаемым событием. Теперь необходимо перейти ко второму этапу работы, и фонд ищет финансирование. Чем больше предложений в параллельном корпусе, тем лучше. Но такой объем получить очень сложно. То есть это люди должны перевести, сесть и перевести. У нас есть еще 1 миллион предложений, которые необходимо перевести. Да, 1 миллион предложений. И этот бюджет, кстати, не очень большой. То есть мы посчитали, это примерно выходит около 7 миллионов рублей для того, чтобы перевести эти предложения профессиональным переводчикам, учителям и так далее. То есть людям надо оплатить этот труд, чтобы они сели и перевели. Третьим этапом проекта станет распознавание голоса. Если искусственный интеллект научится понимать и говорить по-абхазски, это откроет безграничные возможности. Перевод любых фильмов и мультфильмов, автоматические субтитры в Ютубе, даже умная колонка сможет отвечать на запросы по-абхазски. Но для этого тоже нужна финансовая поддержка и широкое участие носителей языка. Нужно записать 12 тысяч человек. 12 тысяч человек по 15 минут надо записать разных. И этим самым искусственный интеллект начнет определять и разницу в диалектах, и в говоре. То есть он будет идентифицировать все голоса, которые будут поступать. Он будет совершенен в смысле понимания абхазской речи. Это специальная программа, в которой мы пилотный проект уже провели. Она не позволяет в любое время работать или каждого по одному записывать и так далее. Когда мы с ней договариваемся, определяем временные сроки, и в эти временные сроки мы должны несколько тысяч человек записать. Пилотный проект был, 2 недели у нас было времени, мы за 2 недели должны были 400 человек записать. И если мы успевали, тогда программа принимала, обрабатывала и давала свою оценку. Теперь она нам дает следующий шанс, уже несколько тысяч человек, там надо до 3000 человек записать, и поэтому мы должны подготовиться, подготовить людей, подготовить площадки. Это не только в Сухумах должно быть, это по всей Абхазии, это должно быть места, где это записать. Мы должны прорекламировать, мы должны, чтобы люди оповестить, и в течение уже там, по-моему, нам около 2 месяцев дается, там уже больше по срокам, и в течение уже следующего срока сразу записать несколько тысяч человек. И хотел бы ко всем обратиться для того, чтобы они помогли. Это общенациональная задача, здесь должны участвовать все для того, чтобы сохранить наш язык и его не только сохранить, но и развивать. В общей сложности за несколько лет работы над проектом онлайн-переводчика фонд имени Баграта Шинкуба потратил около 3 миллионов рублей из собственных средств. Чтобы продолжить эту работу, необходимо дополнительное финансирование. Пока что поддержку фонду оказывает только Абхазский государственный университет, привлекая студентов и преподавателей к переводу и записи голосов. Сейчас проект вышел на такой уровень, что усилиями одних волонтеров не обойтись. Нужны переводчики, филологи, причем на полный рабочий день. То, что Google переводчик предоставляет свой искусственный интеллект и технические возможности для интеграции абхазского языка, уже большой вклад, но научить его абхазскому языку могут только носители языка. Абхазский язык учить несложно, если использовать Google.
Апсу обезшва ацера вадаютзем, Google ухо и урхозер. Идеально. Надежда Боровикова, Тимур Гогохи, Абаза ТВ.